Неиссякаемый интерес вызывают сохранившийся до сегодняшнего дня русский говор XVI-XVII века и в целом древнерусская культура в селе Русское Устье русских старожилов в устье Индигирка. Недавно состоялась поездка участников двух фольклорных ансамблей «Русское Устье» из Аллаиховского улуса и «Розовая чайка» из Якутска на 4-й фестиваль исторических реконструкций «Господин Великий Новгород». В непростой организации выезда делегации из 22 человек по обращению музея оказал Владимир Ильич Толстой, советник по культуре президента Российской Федерации. Из резервного фонда правительства Якутии через Департамент по делам народов нашей республики были выделены средства для проезда и на изготовление костюмов. Специально музеем были организованы научные консультации со специалистами Академического института гуманитарных исследований Еленой Строговой и Ольгой Чариной для художника Дарьи Дмитриевой, под руководством которой в мастерской Саха-театра были прекрасно выполнены исторические реконструкции костюмов. Концерт наших русскоустинцев включен в программу ноябрьских дней Якутии в Москве, посвященных 380-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Они могут выступить и здесь, на этой сцене. Знаете, есть такая наука – сказковедение. И среди этих взрослых людей, сказковедов, был гений Владимир Яковлевич Проб в Санкт-Петербурге. Он жил и работал. И вот в зале «Фольклор русских старожилов» мы будем поэтапно доносить до вас разделы из его бессмертной книги «Исторические корни волшебной сказки». Например, кто такая Баба-Яга? Это хозяйка леса. Свистнет, ей серый волк служит, гуси-лебеди прилетают. Недаром ее избушка стоит на опушке леса. Вспаханное поле – это освоенное человеком пространство. А лес – это был иной, тот мир. Владимир Яковлевич Проб долго рассматривает ее избушку на курьих ножках, размышляет, чему она может соответствовать в исторической действительности, и решает это отражение так называемого воздушного захоронения типа вот нашего якутского Арангаса, типологически присущего культурам многих народов на определенном этапе дорелигиозных представлений. Мы с вами читаем сказки в дедгизовском издании, адаптированном, а Владимир Яковлевич Проб опирается на цитаты из академических трудов Афанасьева. Ну, например, «Нос Бабы-Яги в потолок врос» и заключает: «Не нос длинный, а потолок гроба низкий». Таким образом, избушка на курьих ножках как бы соответствует древним погребениям арангасного типа на опушке границы леса. И в нашем Аланхо, на границе Нижнего мира, героя встречает сторож, идти входа в тот Нижний мир. Владимир Яковлевич Проб подробно рассматривает формулу Бабы-Яги «фу-фу-фу, русским духом пахнет» и приходит к следующим выводам. Во-первых, Баба-Яга слепая,
ведь она только носом чует, принюхивается. Во-вторых, выходит, что как живым противен запах мертвых, так и покойникам противен запах живых. Фу-фу-фу. На формульный вопрос к Ивану: «Ты дело пытаешь или от дела летаешь?» Иван никогда не отвечает подробно, а начинает явно ритуальный разговор, отвечает вопросом на вопрос. «Что ж ты меня, бабка, не накормила, не напоила, в баньку не сводила, а спрашиваешь?» И Баба-Яга все названное выполняет. При этом Владимир Яковлевич Проб довольно подробно рассматривает представления почти всех народов Океании, Австралии, Древнего Египта, Греции, конечно, Сибири, о том, как люди представляли, что бывает с умершим на том свете. Ну, банька, обмывание покойников, по сей день существует. Сохранились и представления о еде, питье, вкушаемых покойником. А Иван-то живой. И вот в афанасьевских академических изданиях русских волшебных сказок Иван не ест, не пьет, а только делает вид. Питье выливает, еду прячет. Ведь он живой, ему еще не время есть пищу этого мира. Говорят, покойникам эта пища и питье отшибает память. Они забывают про все земное и уже спокойно пребывают там. Но Баба-Яга теперь уверена, что он поел, попил, и далее она помогает ему, как своему. Там дает клубок, коня, серого волка, указывает путь, говорит, где спрятана смерть Кощея Бессмертного. Ведь Иван поел, попил, значит, он